Пчелам! Здравствуйте! И сегодня у нас первый урок, онлайн-урок разговорного коми-языка. С чего мы начнем? А начнем, пожалуй, с алфавита. Или по коми анбор. Алфавит анбор. В коми-языке 35 букв, 33 сходных с русским и 2 совсем индивидуальных, своеобразных буквы. Это «и» с точкой, либо твердая «и», чорыд «и», и буква «э». «И» с точкой звучит точно так же, как русская «и». «И». Чем же она отличается? Она пишется после твердых согласных «д», «з», «л», «н», «с», «т». Например, «ды» – остров, «зы» – оса, «олы» – жила, «муны» – шла, «сы» – былинка, «ты» – вы. Чорыд «и». Чорыд «и» или твердое «и» никогда не пишется в начале слова, потому что она пишется только после твердых «д», «з», «л», «н», «с», «т». Вторая, наша любимая буква, которую зачастую называем «о» с точками, буква «э». Его очень сложно произносить. Если букву «о» мы произносим, сделав губы словно эта же буква «о», колечком «о», то букву «э» надо произносить так. Верхнюю губу надо немножко приподнять. «э», «э». Повторяйте за мной. «э», приподняв верхнюю губу. Очень важная, между прочим, буква в коми-языке. Она словообразующая. Если «ыш» – это бык, то «ош» – это медведь. Вы видите, совершенно две разных животных. И остановимся еще на одной букве. Буква «ы». Чем же она отличается от русскоязычного? А тем, что она в коми-языке может стоять в начале слова. Например, «ыж» – овца, «ылын» – далеко. Итак, что мы сегодня изучили? Мы сегодня с вами изучили алфавит и 2 новые для нас буквы. Это «и» с точками, чорыд «и» букву «э». Мы теперь знаем, что «и» с точками пишется после твердых «д», «з», «л», «н», «с», «т». А букву «э» надо произносить, приподняв верхнюю губу. «э», «э». Домашнее задание – обязательно повторяйте букву «э» дома. Аддишлитеч!